Снова школа и снова открытие. За последние годы в регионе настоящий строительный бум. И все благодаря помощи федерального центра. Республике удалось на 27% снизить двухсменку и полностью ликвидировать трехсменный график обучения. Так, в 2017 году в регионе завершено строительство 7 дошкольных и 9 общеобразовательных учреждений. И очень прекрасно, что за этот короткий промежуток времени здесь, в городе Карабулаке, появилась новая школа. Она создаст хорошие условия для учителей, которые смогут действительно вам дать те знания, которые помогут вам быть достойными гражданами своей республики, помогут быть вам достойными гражданами нашей великой России. Но самое главное, дают вам возможность, чтобы ваши мамы и папы вами гордились, чтобы вы действительно оправдали их надежды, чаяния. Впрочем, уверенными темпами развивается и самая важная отрасль здравоохранения, благодаря в том числе введенным в эксплуатацию новым объектам. В июне прошлого года в Ингушетии открылся перинатальный центр. Здесь функционирует отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Центр оснащен современными высокочастотными аппаратами, которых в республике до этого не было. С момента запуска ингушские медики сумели снизить младенческую смертность почти в 2 раза. Благодаря новому центру удалось оказать трехуровневую медицинскую помощь. Я вижу колоссальные изменения в лучшую сторону. Если 4 года назад мы говорили с Юнусбеком Бамангиреевичем о том, сможем ли мы выстроить систему трехуровневую, мы говорили, давайте ставим перед собой задачу сделать 1-й и 2-й уровень. А мы выстроили 3-уровневую. И уже сейчас Ингушетия имеет свои собственные высокотехнологичные центры. Я хочу сказать сегодня огромный, просто низкий поклон и огромное спасибо от всего нашего народа вам, Великий. За вот такой подарок нам. Сектор экономики – это отдельная ступень развития нашего региона. Так Лев Кузнецов и Юнусбек Кевкуров открыли сразу несколько предприятий. В присутствии высоких гостей состоялась торжественная церемония открытия второй очереди завода по изготовлению алюминиевых профилей РИАК. Предприятие располагается в промзоне Али-Юрта. Также открылся и в этом году завод по производству сухих строительных смесей в Карабулаке. Вот в эксплуатацию этих объектов обеспечил жителям республики 250 рабочих мест. Говоря об агропромышленном комплексе, в регионе функционирует один из лучших оптово-распределительных центров в стране. Благодаря созданным условиям самой современной производственной техники завод может хранить 32 тысячи тонн фруктов. А к концу 2019 года возможности намного увеличатся. Словом, реальный сектор экономики в регионе на лучшем уровне. Я прекрасно отдаю себе отчет, насколько потребовалось сил, и стараний, и финансовых средств, и воли, и непосредственно инвестора, и непосредственно руководства республики, и всех тех, кто трудился своими руками, создавал это чудо. Это будет во многом украшением вашей республики, это будет украшением нашей страны. Еще одно динамично развивающееся направление – туризм. Ингушетии удалось запустить горнолыжную трассу после уже исторических в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Благодаря курсу мира и созидания за последние годы регион стал передовым во многих направлениях. И на этом останавливаться мы не собираемся. Дальше новые высоты, которые мудрый народ, заслуживший свое настоящее, обязательно покорит. Рина Сычоева, Халид Абриева, Светлана Томова. Новости 24.